Добрый день, наши дорогие ветераны. На носу уже майские праздники. Приближается 1 мая, праздник весны, труда и, как говорится, солидарности трудящихся, как мы раньше называли. И День Победы – это прекрасный праздник победы нашего народа над фашистской Германией и милитаристической Японией. И в этот день мне хочется от имени администрации и коллектива Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства поздравить наших ветеранов Великой Отечественной войны. Их у нас 8 человек. Это, конечно, ветераны тыла, но они уже приравнены ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому мне особенно ветеранов хочется поздравить с этим прекрасным праздником и сказать вам большое спасибо за то, что вы трудились во благо развития нашей республики, Российской Федерации и аграрной науки. Благодаря вам мы сейчас на ваших результатах работаем и конкурируем с другими научными сообществами и даем продукцию как прикладную, так и фундаментальную для развития нашего села. И также хочется поздравить детей войны. Люди, которые родились, когда шла война. Это трудное время было. Ваши родители трудились, и вы поэтому не чувствовали, не получали того тепла, того материального блага, которые могли бы ваши родители вам дать в тот период, или ваши близкие, потому что они трудились все в тылу на трудовом фронте. Поэтому вы тоже понесли на себе физически очень серьезные лишения. Поэтому мы вами тоже гордимся, что вы создавали вот эти наши научные достижения, наш институт, и много сделали для развития как аграрной науки, так и сельскохозяйственного производства на основе достижений науки нашей республики и Российской Федерации. Тоже вам огромное спасибо. Пожелать вам мы хотим здоровья, успехов и удачи. И, конечно, мы в этом году, год юбилея нашего института, 65-летия, будем отмечать этот праздник в августе, и мы вас пригласим и отметим эту замечательную дату вместе с вами. Будем с вами советоваться, будем с вами тесно сотрудничать в области науки, в области, скажем, ветеранского движения. Вы будете делиться с нашим своим опытом, а мы будем передавать нашей молодежи. И сейчас наша республика находится перед большими изменениями, перед освоением Арктики. И освоение Арктики будет проходить через Якутию, через ворота Арктики, можно сказать. Потому что самая большая шельфовая территория Арктики, вот это все, да, это Российская Федерация. А в России самую большую территорию шельфовую занимает Якутия. И, конечно, город Якутск. И город Якутск был всегда форпостом освоения северных территорий и восточных территорий, и даже американских территорий. Все осваивалось с Якутска. И история развивается спиралеобразно, и все приходит снова на свои места. И здесь, в этом большом деле, политическом, экономическом, социальном деле, будет иметь большое влияние наука и технологии. Поэтому мы, можно сказать, потомки победителей.
те, которые водрузили знамя над Рейхстагом, и те, которые всегда выходили победителем над холодом, наши предки. Они не воевали с холодом, а всегда использовали холод во благо своего развития, своего существования. Поэтому у нас генетически все это заложено. И это мы должны превратить в современную технологию, используя науку, методику науки. И мы будем стараться делать и с вами советоваться. Спасибо вам, что вы у нас есть. Мы гордимся вами. Часы кремлевской